Красиво. Так, давайте, друзья мои, начинаем с того, что мы сейчас прекрасное время, осень, да, когда нужно остановить это мгновение, и я, конечно, пишу с натуры, пишу на пленэре, вот то, что сделано, это все с натуры сделано, но сейчас такая ситуация, когда я просто хочу показать, как я работаю. Конечно, это настроить палитру, да, то есть вот я смотрю у многих художников большие проблемы, то что они неправильно настраивают, ну особенно молодые художники, неправильно настраивают эту палитру. Вот это рабочее поле, где мы создаем, я всегда говорю своим студентам, волшебство цвета, это вот это рабочее поле. Чем оно больше, тем лучше работать, меньше проблем убирать, стирать, чистить палитру. Ну, на этюднике, конечно, поменьше, но почаще просто мыть, убирать и чистить. И, конечно, вот смотрите, опять же, с чего мы начинаем, это настройка палитры. Вот я пишу масляными красками, это титановые белила, наиболее укрывистые, и начинаем такой расклад от теплых к холодным, и нейтральные такие, вот уже и концерт, там хоть жженая. Вот, я черную тяндик не пишу, вот такой жженая, наиболее благородная краска. Там, наиболее благородная краска, где видим когда-то. Я ее пользуюсь, но стараюсь реже пользоваться. Из-за этого, с того, что мы начинаем, конечно, и композиции. Вот с чего мы начинаем, вот я компоную, да? В данном случае стараюсь я очень быстро писать, потому что времени очень мало. И буквально вот хорошая кисть, да, щетина положена для масла. Стараюсь этими масляными красками. Вот сейчас я намечаю буквально только рисунок. Вот, в данном случае рисунок того, что будет. Вот. Массу композиции, чтобы не было одинаковых каких-то вещей, да, там ритм определенный. Вот. Самое главное это состояние, это образ. Из-за этого здесь я долго стараюсь не писать, но тем более, когда мы на этюде, состояние меняется очень быстро. Из-за этого я стараюсь взять большие отношения цветом. Замешиваем теплый, стараясь даже где-то без белил взять вот эти большие-большие отношения. Где-то даже на лессировочной основе. Набраться основной массы. И, конечно, вот я пишу на пенение, но в данной ситуации можно вот и а-ля премию, если мы пишем разбавитель тройник, вот здесь вот показано, вот, можно не видеть, видите, то есть я смешиваю теплые краски, стараюсь даже пока белила не добавлять, то есть я беру, для чего? Для того, чтобы вот это где-то лессировочность, мы пишем без белил, пока лессировками, большими отношениями, где-то 3-4 цвета замешиваю. Конечно, они неоднородные. И самое главное учитывать, если я пишу на пленэре, еще раз говорю, там состояние меняется очень быстро. Там буквально в течение минут может меняться, хотя нам всегда кажется, что вот я сел, и сейчас, как здесь в мастерской, будет длиться эта вечность. Вот. К сожалению, это очень быстро все проходит, из-за этого пытаться ловить быстро. А вообще, вся вот эта история началась от импрессионистов, когда произошла некая такая техническая революция, когда появились тюбики в масляных красках, и оно как раз дало возможность многим художникам выйти на пленэр. И я, кстати, своих студентов обучаю даже где-то, ну, скажем, небольшие копии импрессионистов, ну, того же Клода Моне,
Для чего? Для того, чтобы понять саму специфику вот, написания. Потому что это очень-очень, скажем, полезно понимать, что живопись это действительно многоцветие, это живое письмо, но это не сумбур красок. Можно писать лаконично, но взять точные отношения и взять именно то состояние, которое есть в природе. И уловить это мгновение, конечно, уловить цветом, образом, точным попаданием цвета. За это, видите, я пока пишу теплыми цветами, если это видно, да? Вот. Не забивай холст пока еще. Там, где надо, конечно, мы будем делать корпусными мазками. Вот. Где надо, усилим. Практически очень-очень быстро. Я помогаю себе и мастихиной, если это необходимо, чтобы не забивать пока текстуру холста, я пишу таким образом. В природе нет одинакового цвета, вот из-за этого, конечно, мы смотрим общий тон, общий цветотон, попадание вот этого тона, цвета, конечно, состояние. Полезно иногда копировать, можно взять. Если есть, конечно, лучше с оригиналов копировать хороших классических художников, таких как Шишкин, положим, да, вот, можно, ну, если есть, конечно, возможность. Вот. Если в музеях разрешают, положим, такую. Раньше мы очень часто и в художественном училище занимались копией, в Московском художественном институте специально были предметы копия. То есть это очень полезно, ты начинаешь понимать, а как работали настоящие художники, чем они дышали, и это очень приближает тебя к каким-то вещам. Ты понимаешь, что это очень такая бесконечная, и в этом совершенстве не может быть какого-то конца. И сейчас, когда я вижу, что искусство начинает подменяться каким-то псевдоискусством, понимаете, вот есть вещи, как картины, которые художник может остановиться, и как зритель может остановиться и любоваться. Вот вы идете на природу, и вас восторг наполняет, и вы видите и получаете такое эстетическое наслаждение, так же, как в искусстве. Вот я увижу красоту, любую красоту, которую написал настоящий художник, да, вот у тебя вдохновление такое же, как на природе. Вот ты получаешь эстетическое удовольствие от этого, и это очень важно. И это всегда это будет бесконечно, и всегда люди будут этим любоваться. И когда человеку плохо, он всегда будет приходить именно к этому искусству, а не к инсталляциям каким-то и каким-то псевдо. То есть я не могу никогда понять вот то, что сейчас происходит с современным искусством, когда ну, сплошь и рядом забиты западные музеи, положим, какими-то чучелами, вплоть до фекалий, которые начинают говорить об этом, что это настоящее произведение искусства, или обрезанная ветка, которая висит на стене. Но что бы вы ни говорили, то есть вы никогда не сможете лучше, чем в природе это сделать. Из-за этого, конечно, мы пытаемся копировать, пытаемся не слепо копировать, а именно уловить состояние. Каждый художник, у него есть свое понимание, свой образ. Ни один настоящий художник, он неповторим.
как и музыкант, также и каждый видит свое ощущение цвета. Так что в этом есть великая сила искусства. Вот. От среднего тона я начинаю, пока без белил, я уже говорю, да, вот сейчас мы попытаемся взять средний тон. И, конечно, рисунок, да, то есть я веду, сразу же рисую кистью. Здесь уже нет возможности исправлять, то есть если мы ставим задачу взять именно образ, именно уловить этот момент, состояние, задачи именно цвета. Вот, конечно, уже определенный навык, которым владеет художник. Ну, изначально, конечно, не советую сразу идти на пленэр, потому что это тяжело. Лучше пока, если пока еще нет таких навыков, работать в мастерской, вот, пока совершенствоваться, а потом уже при возможности выходить и работать. Самое главное, не комплексовать и не бояться того, что вот у меня тут не получается, я не могу. Если есть желание, вот самое главное, если оно есть, огромное желание просто поработать, надо просто взять и работать и не думать ни о чем. Кто что скажет о вас там, о вашем искусстве, это не имеет значения. Для, скажем, искусства это мало интересно. Настоящий художник, он должен заниматься тем, что он любит искренне и пытается передать вот это состояние. Вот от теплых, конечно, вот это сочетание теплых, холодных, бесконечное вот это чередование, потому что в природе, когда вы увидите, что трава, положим, конечно, отличается от листвы деревьев, каждое дерево по цвету отличается. Ну и самое благодатное состояние, конечно, это осеннее состояние, когда мы любуемся этой прозрачностью, красотой, тишиной леса,